2001 году я поступила в Кыргызско-Российский славянский университет на факультет международных отношений, кафедра журналистики. В 2006 году я закончила университет с красным дипломом специалиста в сфере журналистики. Практически сразу же я начала работать по специальности. Это был телеканал «Куорт». По справедливости сказать, еще в годы студенчества началась моя работа журналистом. После «Куорта» это был 5-й канал, самое продолжительное время, около 17 лет. И вот сейчас главный редактор телеканала «Номад ТВ». Самым значительным навыком, который я получила за годы обучения в университете, наверное, стал навык написания текстов. Я по сей день считаю этот навык основным для будущих журналистов. Практических навыков мы, наверное, в полном объеме не получили. Что такое практические навыки для тележурналиста? Это умение работать в кадре, умение задавать вопросы, формулировать вопросы, брать интервью, записывать стендапы, вести репортажи. То, чему нам сейчас приходится по сей день обучать молодых журналистов, которые, окончив университет или в рамках студенческой практики, приходят к нам на канал. Вот этого не хватает. И, конечно, связи, знакомства, те самые социальные лифты, которые очень помогают в профессии. Когда ты знакомишься с людьми, начинаешь с ними общаться, и они, видя тебя, предлагают попробовать поработать сначала репортером, потом специальным корреспондентом, потом автором программы, потом ведущей прямого эфира. Очень много дисциплин, таких как радиожурналистика, на мой взгляд, уже не актуальны. И можно их, если полностью не убрать из учебного плана по журналистике, то хотя бы сократить. Сделать упор, например, на подготовке практика написания текстов журналистских. Вот тут я бы, например, расширила часы занятий для студентов. И, конечно же, практика по тележурналистике. Я бы тоже расширила часы. Я хочу сейчас обратиться именно к будущим журналистам с призывом начать работать в профессии как можно раньше. Мое абсолютное убеждение состоит в том, что если вы не идете в профессию со 2-го или с 3-го курса, то вы в нее, скорее всего, не попадете. Это не просто слова, это мои наблюдения, подкрепленные собственными выводами, замечаниями, то, как сложились судьбы ребят, с которыми я училась. Если вы влюблены в журналистику, если вы горите этой профессией, если вы себя мыслите только журналистом, сейчас, ребята, идите, сейчас, потом может быть поздно. Самая прекрасная пора в вашей жизни, студенчество. Вы будете с нежностью, с теплом вспоминать это время, и пусть оно запомнится для вас именно таким самым светлым периодом. Получайте максимальное удовольствие от этого периода в своей жизни. Черпайте вдохновение, радуйтесь жизни, знакомьтесь с новыми людьми, обрастайтесь новыми связями, пробуйте что-то новое, путешествуйте. Замечательный период, о котором вы будете потом всегда вспоминать. Это ваше студенчество. Пусть оно прекрасно пройдет для вас. Вот и все.